Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на уроки по казахскому языку. И тема сегодняшнего урока – это шахыс септик, исходный падеж. Исходный падеж отвечает на следующие вопросы. Кімнен – от кого, неден – от чего и кайдан – откуда. Теперь давайте разберемся, какие окончания присоединяются к исходному падежу. И первая пара окончаний – это окончание дан-ден. Данное окончание присоединяется после гласных букв, сонорных букв Л, Р, У и краткое, а также звонких согласных Ж, З. Рассмотрим данные окончания на примерах. И первый пример – это слово «жель» – ветер. Заканчивается на сонорную Л. Слово мягкое, значит мы в данном случае прибавляем мягкое окончание «ден». Получается «жильден». То есть задаем вопрос «не ден от чего» и получаем «жильден» от ветра. Следующий пример – бала – ребенок. Заканчивается на гласную А. Слово твердое. И в данном случае мы прибавляем окончание «дан». Получается «баладан». То есть задаем вопрос «кімнен» от кого и получаем ответ от ребенка. Кімнен баладан. Следующий пример. Кала – город. Слово кала заканчивается на гласную букву А. Слово твердое. В данном случае мы прибавляем окончание дан. Получается каладан. То есть задаем вопрос кайдан откуда? Из города. Кайдан – каладан. Следующая пара окончания – это окончание тан-тен. Данное окончание присоединяется после глухих согласных букв, а также букв Б, В, Г, Д. Рассмотрим данные окончания на конкретных примерах. Первый пример – это слово мектеп. Мектеп заканчивается на глухую согласную П. Слово мягкое, значит и окончание мы должны прибавить мягкое. Перед этим задаем вопрос кайдан откуда и получаем слово мектептен, то есть кайдан мектептен. Откуда? Из школы. Следующий пример. Корылыс – строительство. Заканчивается слово корылыс на глухую согласную С. Слово твердое, значит и окончание мы должны прибавить твердое. Получается корылыстан, то есть неден от чего? От строительства. Неден корылыстан. Следующий пример. Көлік – транспорт. Заканчивается на глухую К. Слово мягкое, значит и окончание мы должны прибавить мягкое. Получается неден көліктен, то есть от чего? От транспорта. Следующий пример. Таз – камень. Слово таз заканчивается на глухую согласную С. Само слово твердое, значит и окончание должно быть твердым. Получается тастан. Задаем вопрос неден от чего и получаем ответ тастан. Неден тастан, то есть от камня. От чего? От камня. Следующая пара окончаний – это окончание нан-нен. Данное окончание присоединяется после сонорных букв М, Н, Н и притяжательной формы третьего лица. Первый пример – это слово Адам, переводится как человек. Заканчивается на сонорную М. Слово твердое, значит и окончание мы должны прибавить твердое. Перед этим задаем вопрос кімнен от кого и получаем ответ адамнан от человека. Следующий пример. Көктем – весна. Также заканчивается на сонорную М. Слово мягкое, значит и окончание мы должны прибавить в данном случае мягкое. Перед этим задаем вопрос неден от чего и получаем ответ көктемнен от весны. Притяжательная форма третьего лица. Возьмем пример onun баласы, то есть его или ее ребенок. Баласы заканчивается на гласную «ы». И слово твердое, в данном случае мы прибавляем твердое окончание. Получается onun баласынан, то есть перед этим задаем вопрос кімнен от кого и получаем ответ onun баласынан. То есть сначала мы прибавляем окончание притяжательной формы третьего лица, в данном случае окончание «с», и только потом мы прибавляем окончание исходного падежа, в данном случае твердое окончание «нан», так как слово «бала» твердое, получается «баласынан». Множественное число прибавляется точно так же. Притяжательная форма третьего лица множественного числа данного примера звучит как «олардың балалары», их дети, оканчивается на гласную «ы», слово твердое. Здесь мы также прибавляем твердое окончание, в данном случае окончание «нан». Получается «олардың балаларынан». Задаем перед этим вопрос «кімнен от кого?» и получаем ответ «олардың балаларынан» от их детей. Ну а на этом данный урок завершен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и увидимся в следующем уроке.